Это новости экономики на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Уже в 2020 году количество сотрудников территориальных органов власти в России сократится на 5%, а в 2021 году на 10%. Под сокращение попадут и 10% служащих центрального аппарата. Такие данные озвучила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. По словам представителя финансового ведомства, на этот шаг власти идут в связи с тем, чтобы изыскать ресурсы для изменения системы оплаты труда. Она особо отметила, что размер фонда оплаты труда при этом не пострадает. Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе. Об этом он заявил на встрече с главой Роснана Анатолием Чубайсом. Чубайс, в свою очередь, доложил главе государства, что госкорпорация планирует создать фонд совместно с «Газпромом» для работы по развитию использования газомоторного топлива, в том числе созданию сети газозаправочных станций. По его словам, Роснана также планирует со второго квартала 2019 года начать финансирование дальневосточных венчурных проектов в этом направлении. Тем временем Министерство промышленности и торговли России предлагает ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправочных станциях, поскольку доля суррогата на рынке достигает 9%. Речь идет о возможном запрете продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса Евро-5. По оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%. Указанное топливо продается на АЗС. Потребителями являются как обычные граждане в погоне за дешевым топливом, так и транспортные компании. Использование такого топлива наносит вред государству, бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан, отметили в Минпромторге. Министерство разработало проект постановления правительства об изменениях в правилах продажи отдельных видов товаров. Ожидается, что проект будет принят в четвертом квартале 2019 года, а после его вступления в силу начнутся проверки АЗС на наличие на них суррогата. Банк России разместил информацию о секторах экономики, которые формировали основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. Наиболее непрозрачным оказался строительный сектор. На него пришлось по итогам года 29% всех сомнительных операций. Второе место заняла сфера услуг. Это охрана, клининговые и рекламные услуги. На их счету 22% теневых операций. Далее следует торговля товарами промышленного назначения и товарами народного потребления. На каждый из этих сегментов приходится по 16%. Производство дает 12% от всех теневых операций. Логистика 4%, оставшийся 1% выделен в группу «Прочие». Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел во Владивостоке совещание по планируемым объемам производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса в федеральном округе. Полпред отметил, что сегодня на территории Дальнего Востока реализуется 40 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства с общим инвестиционным потенциалом 520 миллиардов рублей. У регионов есть огромный экспортный потенциал, уверен он, учитывая, что рядом с федеральным округом находится рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где проживает 4,5 миллиарда жителей. В ходе встречи глава Якутии Айсен Николаев предложил начать кредитование инвестпроектов агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке по льготной ставке на 12 лет, а также создать на территории республики федеральное учреждение по мелиорации. Якутия, сообщил он, входит в число 4 субъектов, где такого учреждения еще нет. Итоги прошедшего года подвел управляющий отделением Пенсионного фонда по республике Георгий Степанов. Отмечается, что отделение и его территориальные органы по республике полностью выполнили все обязательства по пенсионному и социальному обеспечению населения региона. Говоря о результатах прошлого года, Степанов сообщил, что наблюдается увеличение расходов республиканского отделения Пенсионного фонда по всем направлениям деятельности. Они стали выше на 1,6 миллиарда рублей. Так, их общий объем составил более 67 миллиардов рублей. Из них на выплаты страховой пенсии в прошлом году направлены 56 миллиардов рублей, что составило 83% всех затрат отделения. По его словам, на это повлияла тенденция к увеличению пенсионеров. За последние 5 лет их численность возросла на 18 700 человек. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.